Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. 6 семейных пар граждан Абхазии отмечены посольством России в Абхазии медалями и грамотами за сохранение семейных ценностей. СУЭС проводит плановые работы по замене оголенных линий электропередачи на новые современные провода. В Гагарском и Гудаутском районах выявлены факты выращивания наркосодержащих растений. Шесть семейных пар граждан республики отмечены посольством России в Абхазии медалями и грамотами за сохранение семейных ценностей. Церемония награждения прошла в посольстве в честь Дня семьи, любви и верности. Праздник учрежден указом президента России в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Смотрите репортаж Алики Трапш. В посольстве России в Абхазии прошло традиционное награждение семей, проживших в любви и верности более 25 лет. Для семейных пар это не просто цифры, а целая история о взаимопонимании, терпении, мудрости и, конечно, продолжении и сохранении семейного очага. Они счастливые родители, бабушки и дедушки. В этом году были отмечены 6 пар, которые преодолевали все тяготы жизни рука об руку не один десяток лет. Это семьи Зухба, Антиповы, Кортава, Варилиджан, Ашуба и Вольтер. Им были вручены медали за любовь и верность. Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом его процветания и поступательного развития любого государства. В семейном кругу формируется духовность, познается мир. Из поколения в поколение передаются традиции, заботы о близких, верности Родины, уважение к памяти предков. Позвольте поздравить всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности. Пожелать вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Супруги Антиповы Александр и Наталья живут вместе 49 лет. Он профессиональный военный, полковник в отставке. Она по специальности учитель начальных классов. В 2003 году после выхода Александра Даниловича в запас супруги оказались в Абхазии. Он был приглашен на военную службу в Минобороны Абхазии, где более 11 лет работал на разных должностях. У супругов Антиповых есть дочь. Главное в долгих счастливых семейных отношениях – это любовь, взаимопонимание и умение уступать, говорят они. Надо ценить, любить друг друга, взаимопонимание и обязательно друг другу уступать. Обязательно. Я бы добавил, надо всегда чувствовать и скучать друг по другу. Это очень большое качество. Любить, скучать. Любимые женщины однажды встречаются, и мы их поэтому терять не должны. 32 года вместе живут супруги Ефим Вольтер и Лада Чебукова. Он доцент кафедры экологии АГУ, имеет звание заслуженный работник Высшей школы Абхазии. Лада Владимировна – врач высшей категории, работает в Сухумской городской клинической больнице, награждена орденом Ахтзапша 3-й степени. Супруги Ефим Вольтер и Лада Чебукова – образец скромной, трудолюбивой и интернациональной семьи. Они родители 2 сыновей. Жена должна быть личность, а муж ей подстать. Мы жили в Сухуми буквально через дорогу в соседних домах, и как-то никогда не знали друг друга. Но вот после войны такое тяжелое время, и как-то, можно сказать, нас война познакомила, и закончилось это все семейным союзом. Самое главное в семье, чтобы всегда стоять рядом друг с другом и понимать друг друга. И я думаю, эти все семейные ценности мы передадим нашим детям, нашим, надеюсь, будущим внукам. Временно исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди поздравил семейные пары с Днем семьи, любви и верности. Отметил, что в республике уже порядка 70 семей награждены медалями и грамотами за сохранение семейных традиций, основанных на любви и верности. День семьи, любви и верности действительно нацелен на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. Этот праздник подчеркивает важность семьи как основы общества, способствует развитию взаимопонимания, любви и уважения в семейных отношениях и посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака в православной традиции. Верность и семья вырастает здоровой, благочестие, чистота, обладающая высоконравственными принципами нашего жития. И мы все прекрасно знаем,
что необходимо для того, чтобы была благополучная семья. Это верность друг другу, носить тяготы друг друга. И вот тогда обязательно будут наши дети в благочестии и чистоте вырастут. На вопрос о том, в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни, все пары отвечают как один. Любите и цените друг друга. И не забывайте слушать и слышать друг друга. И, конечно же, уступать. Алька Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение. Несчастный случай произошел днем 8 июля в Сухуме. 52-летний Григорий Стацюра вместе с супругой плавал на катамаране и упал в воду в 200 метрах от берега в районе набережной Диаскуров, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели прибыли на место в максимально сжатые сроки. Пострадавшего извлекли из воды, применили реанимационные мероприятия и доставили в больницу. Однако спасти пострадавшего не удалось. О происшествии сообщено в правоохранительные органы, ведется следствие. Житель города Электросталь Московской области Кирилл Гудков пострадал, путешествуя по перевалу Дзо в Гагарском районе, сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники спасательного ведомства на вертолете ВВС Абхазии вылетели на место происшествия в 5 часов утра. Пострадавшего доставили в Сухумский аэропорт, а затем передали медикам. По предварительной информации, у Гудкова перелом ноги. В Гагарском и Гудаутском районах выявлены факты выращивания наркосодержащих растений, возбуждены уголовные дела. Подробности в оперативной съемке МВД. Сотрудники уголовного розыска территориальных подразделений органов внутренних дел продолжают оперативные мероприятия по выявлению фактов выращивания наркосодержащих растений. Так, следственным отделом Гагарского РУВД обвинение в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия растений предъявлено Кондакчан Карену Андрониковичу, 1986 года рождения. Последний на территории хозяйственной части домовладения по месту жительства в селе Амзара высадил в цветочных горшках наркосодержащие растения конопли вида южно-краснодарской, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагарскому району. По аналогичному преступлению уличен житель села Хопста Гудаутского района Кетчев Алан Рафикович, 2003 года рождения, который запрещенные растения культивировал на своем приусадебном участке. Корни конопли изъяли сотрудники уголовного розыска УВД по Гудаутскому району. Согласно проведенному исследованию, изъятые растения на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активные компоненты и пригодны в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кетчева по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Республики, проводит группа дознания Гудаутского РОВД. СОЭС проводит плановые работы по замене оголенных линий электропередачи на новые самонесущие изолированные провода. Сейчас работы идут на улице Агумава, в связи с чем предусмотрены кратковременные ограничения в подаче электроэнергии. На месте работ побывала Гунда Шоуа. Сухумское управление электросетями приступило к очередным плановым работам по модернизации электросетевого хозяйства. Ключевым элементом является замена устаревших оголенных линий электропередачи на современные самонесущие изолированные провода. Данные работы направлены на повышение надежности и безопасности энергоснабжения столицы, а также на снижение потерь электроэнергии при ее передаче. Прокладывается провод СИП для дальнейшей модернизации сетей, установки приборов учета. Тоже приводит как и к улучшению качества электроснабжения, так и к повышению собираемости платежей. Там, где устанавливаются новые приборы учета, там, конечно же, повышается платежная дисциплина абонентов, потому что есть возможность у системы дистанционно, без участия оператора, проводить отключения, и это приводит к тому, что абоненты начинают обращаться и повышается платежная дисциплина. По заявкам работы ведутся ежедневно. У нас 2 номера горячей линии, на которые отвечает наш оператор диспетчерской службы. Это всем известные номера. 226 43 25, 226 43 26. Диспетчерская служба работает именно по заявкам населения, а сетевые районы и остальные ремонтные бригады уже работают по улучшению, ремонту и модернизацию именно в сетях. Реализация проекта позволит существенно минимизировать риски коротких замыканий и обрывов проводов, особенно в непогоду, сильном ветре и обледенении.
Применение СИП также способствует снижению несанкционированных подключений к электросетям, что является важным фактором в борьбе с хищением электроэнергии. Важно отметить, что в основном плановые работы назначаются на летний период из-за протяженности светового дня. Вчера было дано объявление, это плановые работы, мы проводим их в летний период, потому что в зимний период оставлять абонентов на долгое время без напряжения, мы понимаем, холодно и у нас нет альтернативного источника отопления, поэтому стараемся проводить в летний период. Во-первых, позволяет световой день, погодные условия и, соответственно, и температурные условия окружающей среды тоже. Также мы можем частично передать нагрузку, которая распределяется по сетям, которые находятся в ремонте, на другие сети для того, чтобы минимизировать отключение по районам города. А в зимний период времени такой возможности у нас нет из-за большой загруженности электросетей. В рамках текущего этапа специалисты СУЭС проводят замену линий электропередачи в густонаселенных местах. Это район Центрального рынка и Национальной библиотеки, уделяя особое внимание участкам с повышенной аварийностью. Планируется, что внедрение новых технологий и материалов позволит значительно улучшить качество энергоснабжения для жителей Сухума и создаст более устойчивую и современную энергетическую инфраструктуру. Кунда-шоу, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Более 50 домов будут обеспечены бесперебойным водоснабжением по Войнахской улице. В 2020-2023 годах здесь по инвестпрограмме был заменен центральный водовод. После окончания ремонтных работ на проезжей части улицы будет уложен асфальт. Тут по инвестпрограмме 2023 был заменен центральный водовод. На данном этапе мы производим монтаж 540 метров пластиковой трубы. Это непосредственно подключение жителей к данному центральному водоводу. Трубы разного диаметра, 63, 25, 32. Поэтапно мы приведем всю улицу в надлежащий порядок. Жители данной улицы, данного микрорайона постоянно, многократно обращались в администрацию города и к руководству страны с решением данной проблемы, с разрешением. На данном этапе производство наших работ обеспечит более 50 домовладений питьевой водой. В Новом Афоне продолжается ремонт фасада здания вокзала. Основная задача – максимально сохранить исторический облик вокзаловой станции. Ремонт выполняется поэтапно. Сначала приводят в порядок фасады и прилегающие территории. Затем приступают к внутренним работам. Все работы финансируются исключительно за счет бюджета Абхазской железной дороги. По завершению ремонта фасада планируется застеклить здание и благоустроить прилегающую территорию. В данный момент ведется чистка стен от старой краски и замена оконных и дверных проемов. Выбор цвета фасада, а также оконных и дверных проемов согласовывается с управлением историко-культурного наследия для сохранения исторического облика фасада. Все работы проводятся с собственных средств РУП АЖД. Срок окончания работ планируется до конца текущего года. В субботу, 12 июля, Очимчир отметит День города. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. На набережной будут организованы сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни «Ирцах», игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам. 16 июля в зале Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Кортуа состоится 12-й республиканский фестиваль авторской бордовской песни «Пою тебе, Абхазия». В нем примут участие как местные авторы и исполнители, так и известные российские барды из Краснодара и Черкесска. В рамках фестиваля также будет представлена экспозиция из фотографий серии «Спасение» фотографа-журналиста, лауреата конкурса Союза журналистов Кубани «Золотой объектив-2024» Анны Кравец, посвященная работе волонтеров на побережье Черного моря. И в завершении выпуска о погоде. В
среду 9 июля в Абхазии ожидается ночью и утром без осадков. Ближе к вечеру местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.